Служба социальной поддержки детей и семей была основана в 2017 году в 3 районах Абхазии по инициативе Министерства труда, занятости и социального обеспечения, а также Сухумским офисом детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Уже с июля 2019 года отделения службы стали работать во всех районах Абхазии. С самого начала нашей работы мы занимались усиленным информированием всех учреждений и структур, работающих в сфере защиты детей и семей, о том, как работает служба, о ее возможностях, для того, чтобы наладить сотрудничество. На сегодняшний день мы замечаем, что сигналы поступают зачастую поздно, что усложняет процесс работы, поэтому мы пытаемся применить различные инструменты для того, чтобы усилить выявление, чтобы помощь была своевременной. В любой стране есть люди бедные и богатые. Вопрос, в какой пропорции. Бедность определяют как отсутствие материальных средств для полноценного и здорового существования. За этой чертой находятся многие многодетные семьи. Семьи с больным ребенком, инвалиды и пенсионеры, не имеющие возможности работать. Бедность не позволяет человеку полноценно участвовать в жизни общества и раскрыть свой потенциал в полной мере. Очень печально, когда дети из малообеспеченных семей при одинаковых способностях имеют меньше шансов добиться успехов, чем их сверстники, проживающие в семьях с достатком. Поэтому главный залог эффективности социальной работы – это тесное межведомственное сотрудничество, так как только сообща специалисты по социальной работе вместе с другими специалистами, работающими с детьми, могут способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются уязвимые семьи. Поэтому службы работают в тесном контакте с районной больницей, школами и ДОУ районов, милицией, а также с различными международными организациями. Социальная служба, организованная в пределах Гулрыбского района с 2019 года, стала для нас, для отдела образования, очень серьезным помощником во многих наших делах, потому что специфика нашей работы, она не позволяет объять все, что необходимо. А вот социальная служба взяла на себя очень много интересных обязательств. Скажу даже, что они иногда владеют информацией на порядок лучше, чем мы, потому что мы узнаем о таких детках, попавших в сложную жизненную ситуацию, да, мы узнаем об этом уже по мере того, как они появляются у нас в детских садах, в школах. А социальная служба имеет возможность объять даже тех детей, увидеть тех детей, которые еще за пределами учебных заведений. В Гулрыбском районе есть отделение государственного учреждения социальной службы. На сегодняшний день здесь на учете стоит 200 уязвимых семей. Как и в других районах Абхазии, отделение в Гулрыбше оснащено необходимым оборудованием и автомобилем, приобретенным при финансовой поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Это дает возможность оперативно реагировать на сигналы и выезжать на места, включая посещение семей на дому. В приоритете защита прав и интересов ребенка, далее профилактика семейного неблагополучия, поддержка родителей, у которых родился особый ребенок, либо оказание всесторонней поддержки семьям, которые пережили психологическую травму, либо насилие. Чаще всего это могут быть семьи, где имеет место слабая опека со стороны родителей, либо опекунов, неоформленные документы, пособия, пенсии, либо неспособность семьи оформить их без социального сопровождения. Наша главная задача – сформировать у уязвимой семьи навыки самостоятельного преодоления кризисных ситуаций. Социальные работники придерживаются одного из основных принципов работы – это принцип конфиденциальности. То есть вся информация, полученная в ходе работы с семьей, она является конфиденциальной и то есть не подлежит распространению. 16 марта в Международный день социальной работы запущен официальный сайт Службы социальной поддержки детей и семей, который станет еще одним важным шагом в развитии молодой структуры. В этом году совместно с детским фондом ООН ЮНИСЕФ мы разработали сайт на русском и абхазском языке. Он в очень удобном, структурированном виде представлен,
где четко видна вся информация о службе, о том, как мы работаем, с какими сигналами к нам можно обращаться, способы обращений всевозможные. Там также есть очень удобный формат чата и заявки. Это может быть как от частного лица, так и анонимно. Сейчас на ваших экранах адрес сайта службы социальной поддержки детей и семей, а также телефоны отделений службы, куда вы можете обращаться за помощью. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.